Программа «Чистая вода», расселение аварийного жилья и дороги. Глава Ингушетии обсудил с Маратом Хуснуллиным реализацию нацпроектов. 35 дней у нас стояла засуха атмосферная. При всех этих условиях мы собрали 63 тысячи тонн, а запланировано было 68. В Ингушетии завершена уборка озимых зерновых культур. Итоги подвели на совещании в региональном правительстве. Сегодня в рамках КТО в лесном массиве вблизи селения Али-Юрт нейтрализован бандит. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Насколько комфортным будет движение, можно судить уже сейчас. 4 полосы, разметки, освещение. В общем, все как и полагается. 26 километров комфорта, двухуровневые развязки и несколько полос движения. На каком этапе реконструкция федеральной трассы? На сегодняшний день в стационаре находится 79 человек, 59 из которых это люди старше 65 лет. 24 случая с коронавирусом за сутки. Для лечения больных в регион поступило новое медоборудование. Помощь оказал депутат Госдумы Алихан Харсиев. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. Реализация программы «Чистая вода», расселение аварийного жилья, а также выполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реализацию нацпроекта в рамках рабочей поездки в Москву глава Ингушетии обсудил на встрече с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным. В вопросе дорожного строительства глава республики подтвердил стремление региона к строительству дорог ускоренными темпами. Марат Хуснуллин подчеркнул, что если республика готова брать на себя повышенные обязательства, правительство рассмотрит возможности перекидки средств с 2021-2024 годов. Тот же подход, по словам Марата Хуснуллина, применим и при реализации проекта «Чистая вода». Вице-премьер также подчеркнул, что республике необходимо уделять повышенное внимание темпам ввода жилья. Напомню, Ингушетия вошла в тройку регионов России, где в 2020 году досрочно завершили дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участие в нацпроекте позволяет увеличить долю региональных трасс в нормативе до 75%. Сейчас это 70%. А дорожной сети городской агломерации до 85%. Сейчас 56,2%. До 2024 года в Ингушетии планируется реконструировать и отремонтировать более 98 километров автомобильных дорог. Из них 52,5 километров региональных трасс и 45 дорожной сети местного значения. Пандемия сказалась, но урожайность высокая – 26 центнеров с гектара. Об итогах работ, проведенных на сельхозугодиях региона, говорили на совещании в региональном правительстве. Встреча с представителями аграрной отрасли региона прошла под председательством премьер-министра Владимира Сластенина. Подробности в нашем материале. По данным регионального Минсельхоза, во всех категориях хозяйств республики под урожай текущего года произведен посев озимых, яровых, зерновых, бобовых, кормовых и овощебахчевых культур на площади свыше 67 тысяч гектаров. Как отметил в своем докладе замминистра Зелимхан Аздоев, при растущей урожайности по отдельным участкам, благодаря обеспечению аграриев семенами высших репродукций, а также новым подходам к удобрению почвы и обработке посевов, средний показатель по региону остается на уровне 26 центнеров с гектара. Результативность сохраняется в пределах нормы, но без выраженного роста. Ведомством этот факт объясняется неблагоприятными погодными условиями на ранних периодах роста посевов и относительно невысокой эффективностью работы в зоне рискованного земледелия. Мелиоративная система, которая находится в стадии возрождения. Хотелось бы озвучить, Владимир Ильич, что мы по индикатору должны были 68 тысяч. Мы сделали 63 тысячи. При всех негативных условиях, вы в курсе, что было и градопитие, и засуха сейчас продолжается. Кстати, насчет засухи. 35 дней у нас стояла засуха атмосферная. При всех этих условиях мы собрали 63 тысячи тонн, а запланировано было 68. Почему, если такие высокие у нас урожаи, почему только 63? У нас Малгобекский район и северная часть Сужинского района в почвенной карте Российской Федерации, бывшем СССР,
она идет как зона рискованного земледелия, засушливая зона. Единственное, чем мы можем там восполнять нехватку этих урожаев, это мелиорация, то, что было вчера озвучено. Мы варварским методом 90-х годах разрушили то мелиорация, которая у нас была. Мы ее сегодня восстанавливаем. Ежегодно мы вводим до 1300 гектаров орошения. Вот именно те зоны, где у нас орошение и предальпийская зона, вот там мы берем высокий урожай. Вместе с тем Зелимхан Аздоев отметил, для проведения уборочных работ в республике имеется все необходимое. Одновременно ведутся работы по закладке семян под урожай следующего года и заготовке кормов, а также по подготовке почвы к посеву озимых культур. В заключение замминистра обозначил несколько проблемных вопросов, которые, на его взгляд, требуют внимания правительства. Практически наши сельхозтоваропроизводители не кредитуются нашими банками. Мы ведем работу с Россельхозбанком. Вот. Пока нет ни одного кредита, который нам выйдет, ни одного кредита. У нас острая проблема по земельным вопросам. Очень много претендующих получить земли наших ГУПов уже понаделали себе документы, не дают нам работать, приходят, конфликтуют с нашими механизаторами. Вот мы и воюем с этими захватчиками. Нехватка квалифицированных кадров, огромная нехватка агрономов, механизаторов. В любом случае, при всех негативных условиях взятые на себя обязательства выполним обязательно. Посевная кампания осенняя по нашей стране не будет сорвана. Заслушав докладчика, Владимир Сластенин отметил, что ввиду положения отрасли как одной из приоритетных в программе развития республики, все задачи, связанные с повышением качества и количества продукции путем внедрения новых технологий и увеличения сельхозугодий, находятся в фокусе внимания властей региона. Минфину поручить изучить вопрос и проработать вместе с нашими, у нас 3 банка здесь есть. Значит, не идет, если на встречу Россельхоз, профильный банк. Давайте, у нас есть подписанное соглашение с Сбербанком, значит, Почтный банк отличные условия дает сейчас. Ну и посмотреть по сейчас формированию бюджета уже понятно на следующий год. Так, нехватка квалифицированных кадров. А у нас, у нас мы что, не готовим, что никакое сельскохозяйственных готовим. Давайте мы тогда готовить целенаправленно. Ну и потом то, что вы сказали, соцпакет, белая зарплата, уже устал говорить, ну давайте людей оформлять официально. Но действительно они не защищены, о чем сегодня. Надо сейчас сделать выводы вам, мы вас возлагаем надежду. То, что вчера говорил глава, вот эти все вещи надо тоже сделать, выводы, и надо исправлять ситуацию. Премьер поручил профильным ведомствам изучить и проработать решения вынесенных на обсуждение вопросов и выразил уверенность в успешном проведении уборочной кампании, несмотря на нелегкие условия, сложившиеся в этом году после стихийных бедствий и эпидемии. Хади Добриева, Новости 24. Богатый урожай, лучшая мотивация или осенний день год кормит. Ингушские аграрии уже готовятся к посевной кампании. Старт намечен на середину сентября. На полях ГУПа Магаса, а это 1000 гектаров площади, сейчас обрабатывают почву. Семена завезены, десятки тонн пшеницы весной дадут свои всходы. Коррективы в эту работу может внести разве что погода. Но пока все по плану. Идрис Ижиев продолжит. Обработка почвы к посеву – важнейший этап в работе аграриев. В этом году в ГУПе Магас добились рекордных показателей по сбору озимых. В новом сезоне цели еще масштабнее, поэтому рабочих и технику привлекли больше. Исрапил Аушев сейчас занят своим железным конем. Техника на ходу, однако лучше всего проверить заранее, заверяет механизатор с 20-летним стажем. Да вот у меня сломался одношественник в этой коробке, я его собираю, его поставил. Вот как я его соберу, после этого на поле уеду. Работа осталась немножко, там неделю примерно работы. Вот до этого времени я хочу его собрать и на поле. Рекордных показателей по сбору урожая добились благодаря качественному семенному материалу, завезенному специально для первого посева. Сейчас на собственном складе ГУПа хранится более 75 тонн посевной пшеницы. Хранить надо, конечно, условия, чтобы хорошие были. А так, сейчас мы уже должны ее сеять
в следующем месяце, числа 15-20, сорт Танаис. В этом году уже элитный сорт был у нас, по которому мы сеяли. Сейчас уже первая репродукция семена. Тракторы раз за разом проезжают по полю со специальным прицепом. Несмотря на то, что почва плодородна, для наилучшего результата трактор должен ее пробароновать. Так уничтожают сорняки и сохраняют влагу в земле. Почти 1000 гектаров посевные площади ГУПа, на которых выращивается озимая пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, картофель и однолетние травы. Если в прошлом году под озимой отвели 150 гектаров, в этом площадь увеличили еще на 100. Чтобы новые семена дали всход, нужно провести обработку в несколько этапов, делится аграрий. Надо сплошную обработку сделать, предпосевную обработку, подготовить. Это основная обработка сейчас у нас идет, пахота. Потом предпосевную обработку. Это там, если надо будет, там дискование или сплошную культивацию. Старт посевной намечен на середину сентября. Самое главное – уложиться в срок. Если с поломкой техники здесь быстро справляются, то погода может нарушить все планы. Поэтому последние теплые летние дни для работников ГУПа МАГАЗ самые загруженные. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Сегодня в рамках КТО в лесном массиве вблизи селения Али-Юрт нейтрализован бандит. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. По информации НАК, на предложение силовиков сложить оружие противник открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и остатки самодельных взрывных устройств. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Органами безопасности проводятся следствия и оперативно-розыскные мероприятия. 9 человек с ранениями доставлены в Сунжинскую больницу после массовой драки с поножовщиной. Инцидент произошел накануне в Сунже. Причины и обстоятельства выясняют правоохранительные органы, а старейшины с обеих сторон ищут пути мирного решения конфликта. Муслим Ганиев продолжит. Это не кадры с места военных действий, а разборки двух местных групп в Сунже, которые устроили массовую драку у стен районной больницы. Если пройтись по хронологии событий, началась драка на окраине сельского поселения Бердюрт. Она стала продолжением бытовой ссоры двух мужчин двухмесячной давности. Тот конфликт уладили тихо, мирно. Этот же пошел по другому сценарию. Буквально в тот же день данный конфликт был урегулирован. Стороны пришли к примирению, и конфликт полностью был закрыт. Ну, к сожалению, как у нас всегда бывает, наша импульсивная молодежь уже спустя почти 2 месяца решили немножко возобновить этот конфликт, ослушались, и произошло продолжение той истории. После массовой драки в Бердюрте некоторых участников потасовки доставили в районную больницу Сунжи. Здесь конфликт возобновился с новой силой. Некоторым пострадавшим оказывали помощь прямо на лужайке. Здесь все еще видны следы от крови. Итог массовых разборок вовсе не радует. По словам очевидцев, на площади рядом с больницей драку устроили около 100 человек. В ход пошли камни, ножи и даже травматическое оружие. Как итог, 12 человек доставлены в больницу. 6 все еще остаются там, 2 из них в реанимации. Разнять участников драки смогли лишь после приезда силовых структур, которые открыли стрельбу в воздух. В реанимации ножевое огнестрельное ранение, проникающее ранение в брюшной полости с повреждением сальника. Больной тяжелый, стабильный. И второй больной тоже в реанимации. Разрыв правой почки. Тупая травма поясничной области, разрыв правой почки. Тоже оперирован, нефректомия. Тяжелый, стабильный. У нас в отделении больные 4 больных. Это с резанными ранами. Ножевые резаные раны бедра, плеча. И 1 больной огнестрельное ранение, слепое ранение левого плеча травматическим оружием. И 1 больной закрытый перелом средней трети большеберцовой кости. Нужно отметить, что представители враждующих сторон
сразу же приступили к профилактической работе, чтобы уладить конфликт. Привлекли к этой работе религиозных деятелей, старейшин и органы власти района. Приложить все усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта, Ислам Хациев приехал из соседней республики. تكرو شكرو يولش تخد حن داخل ده إشتي داخل ده يزول ملخش داخل ناخد خد دائما برتع داخل ناخد تخنيس ده ندير ده المقلها أخنا ديكدر ديد دوي خنا برت بغلق ديد يردع دير زوده داس دير زيش داس يو غزامن شو حق حن داخل دير جناخده شو الشيء دوخل بولش دو دعنا حد الشيء ده بولش وأنا تشنا سو خصوصنا وسي بولش سيرتر خبر ترك ولا خبر ناخ وسي سواها الصوتك مصنع حاجة شنو دياجة خلري دنري ازديت ازدعدا خديز على اساتسم بيا توصي حدا كان دي حدا غن سي حدا غن شي برش صوص بالبوق شاكي كي برش قار صوص بيقولش ساتشنا دوش داخا ازدعدا دوش بوت بيا تودас خастат. Кто прав, кто виноват в массовой драке, определят правоохранительные органы. Сейчас же главной задачей остается поиск решения, как примирить стороны и избежать нового кровопролития. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. Бесконечные заторы в часы пик на Магазском кругу скоро останутся в прошлом. Там строится двухуровневая развязка. Это один из этапов масштабной реконструкции 26-километрового участка федеральной трассы «Кавказ», пролегающей через Ингушетию. Для удобства автолюбителей создаются съезды, устанавливается современное освещение, дорожные знаки и указатели. На каком этапе работы расскажет Зелимхан Калуев. Удобства которых ждали строительство двухуровневой развязки на финишной прямой. Дорожники обещают через 2 недели запустить движение на мосту. А значит, федеральная трасса «Кавказ» на этом участке будет разгружена. Насколько комфортным будет движение, можно судить уже сейчас. 4 полосы, разметки, освещение. В общем, все как и полагается. Сейчас рабочие крепят барьерное ограждение. Осталось сделать за дорожными знаками и фонарями. Столбы уже установили. Для тех, кто не знает, принцип работы развязки устроен так. Мост соединяет федеральную трассу, а движение Магаз-Назраль напрямую будет проходить под мостом. Простыми словами, местная и федеральная дороги разделены. Заехать и выехать на трассу можно по асфальтовому покрытию рядом с развязкой. Одна половина участка уже завершена. Сейчас вот мы находимся под путепроводом. Это участок у нас с круговым движением, где будет осуществляться, значит, движение по направлению Магаз-Назраль. Вот, значит, в данный момент здесь завершается установка, значит, столбов освещения. Дорожники скоро приступят и к реконструкции второй половины участка трассы. Дорога разгрузится, а пока тем, кто хочет заехать и выехать из Магаза, придется немного потерпеть. Производим реконструкцию 350-метрового участка автомобильной дороги. Значит, так как она является 4 полосы, будет закрываться пополам. То есть определенные неудобства будут, но они не будут ощутимо влиять на передвижение транспорта. Тем временем на месте старого Икажевского круга также начали строительство двухуровневой развязки. Она будет устроена точно так же, как и Магазская, и работать по тому же принципу. Там работы сейчас находятся на этапе возведения подпорных стен, подходов к будущему путепроводу. И со вчерашнего дня начались работы по устройству средней опоры путепровода. Также дорожники приступили к возведению шумозащитных экранов длиной 8 километров. Такую конструкцию в основном строят вдоль крупных проспектов, автомагистрали, железных путей, чтобы максимально снизить дорожный шум для местных жителей. А мы знаем, отличительная особенность отрезка ФАТ-Кавказ, проходящая в Ингушетии, он соединяет несколько населенных пунктов. Начали строить и надземные пешеходные переходы, без которых людям просто не обойтись. Один очень скоро появится рядом с мемориалом памяти и славы, а второй должны были открыть к 1 сентября рядом с 6-й школой. Вот только все пошло не по плану. Работы на данном участке как бы начали производиться. По правой стороне был устроен свайное поле. Вот. На этапе устройства свайного ростерка, значит, на противоположной стороне, значит, было противодействие со стороны местного населения. При обращении как бы к администрации города мы внятных ответов на решение данной проблемы мы не получили.
Таким образом, вина затянувшихся работ на трассе Кавказ – это земельные вопросы в частном секторе, которые медленно, но все же решаются. Так или иначе, проблемы пробок и длинные заторы скоро для автолюбителей останутся в прошлом, ведь дорожные преображения можно наблюдать уже сейчас. Именно в час пик на этом Магасовском кругу бывают какие-то заторы. Но сейчас решение этой проблемы уже наглядно уже видно. Работы должны завершить к концу ноября. Дорожники планируют сдать 20 из 26 километров реконструируемой трассы. Со слов специалистов, трудности зависят от решения земельных вопросов. Если в них удастся наконец поставить точку, то отреконструировать планируют еще больше километров. А две развязки в Карабулаке по типу Клевер и Выкажево к тому времени сдать не получится. И все по той же причине. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. А теперь перейдем к теме коронавируса. Инфекция выявлена за сутки еще у более 4600 россиян. Таковы данные Оперштаба. В стране, по официальной информации, число больных перевалило за 970 тысяч. Более 786 тысяч выздоровели. В Ингушетии за минувшие сутки зафиксировано еще 24 случая с коронавирусом. Всего в регионе подтвержденных случаев ковид 4256. Победили болезнь более 3700 человек. В тяжелом состоянии 22 пациента, 4 из них на ИВЛ. Для комплексного лечения больных в регион поступило новое медицинское оборудование. Щедрую помощь оказал депутат Госдумы Алихан Харсиев. Репортаж Светланы Томовой. Коронавирусная инфекция все еще остается среди нас, напоминают врачи. Основная причина того, что жители региона продолжают поступать в больницы, кроется в несоблюдении простых санитарно-эпидемиологических норм. В инфекционном отделении РКБ с диагнозом COVID-19 около 80 человек. Но эта цифра, по словам специалистов, продолжает расти. На сегодняшний день ситуация с новой коронавирусной инфекцией сохраняет быть настороженной, ввиду того, что ежедневно регистрируются новые случаи и поступления в стационар. На сегодняшний день в стационаре находится 79 человек, 59 из которых это люди старше 65 лет. На аппарате ИВЛ находится 3 человека. Ежедневно мы регистрируем новые случаи, как я уже сказала, и поступление от 5 до 10 человек. Коронавирус не щадит никого. Среди больных как взрослые, так и самые маленькие. Более 10 детей с диагнозом COVID-19 проходят лечение и в детской республиканской клинической больнице. Врачи днем и ночью дежурят на страже здоровья пациентов. Ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день в республике продолжает оставаться напряженной. В стационарах у нас более 200 человек. Ежедневно 10, 12, 15 поступлений бывает. Также люди в тяжелом состоянии бывают. 4 человека у нас находятся сегодня на аппаратах искусственной вентиляции легких. Ежедневно регистрируется более 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. То есть еще говорить о том, что ситуация стабильно рано. В детской республиканской больнице на сегодняшний день 13 детей, из них 10 детей уже с положительными тестами, то есть с подтвержденной коронавирусной инфекцией. К счастью, из них таких тяжелых детей нет, но они все наблюдаются, получают все необходимое лечение. Как отмечают представители Минздрава, все необходимые лекарства для лечения коронавируса есть в наличии. Не так давно в ИРКБ поступило новое оборудование для отделения реанимации. Вот и сегодня от депутата Госдумы Алихана Харсиева прибыл гуманитарный груз для различных больниц республики. Сегодня прибыл очередной гуманитарный груз по поручению депутата Государственной Думы Харсиева Алихана. Мы его сегодня встретили при его полной поддержке, при содействии фонда Елены Геннадьевны Тимченко и фонда Ади Ахмад. Это такой необходимый груз для нашей республики, да, в период пандемии, хотя она сейчас чуть спала, но если ожидаем второй этап хода развития, да, распространения болезни, то мы сейчас будем готовы. Оборудование привезли с учетом потребностей больниц региона. Это и противопролежневые матрасы, видеобронхоскопы, прикроватные мониторы пациента, шприцевые дозаторы и многое другое.
В зависимости от работы наших медицинских организаций была ранее составлена заявка руководителями медицинских организаций. Не просто так вот, а на основании той необходимости, той потребности, которая у них была на тот момент. То есть они пообщались со своими специалистами, заведующими отделения, людьми, которые работают в ковид, и определили свою недостающую потребность. Мы ее направили, заявку нашу обработали. Скажу честно, ни одно медицинское изделие, ни один аппарат нам не исключили из этого списка. По данным Республиканского оперативного штаба, в Ингушетии проведено около 60 тысяч скрининговых исследований на коронавирусную инфекцию. 4256 впервые установленных диагнозов COVID-19. Выздоровело около 4000 человек. Минздрав региона в очередной раз призывает жителей республики не пренебрегать мерами защиты. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Прием документов на соискание стипендии главы Ингушетии начался. Она полагается студентам вузов России, обучающимся на отлично и хорошо. Необходимый перечень документов представлен на сайте Миноборнауки региона. Прием заявлений продлится до 14 сентября. Они принимаются по адресу электронной почты, который вы видите на своих экранах. Вопросы, связанные с порядком подачи и рассмотрения заявлений, принимаются по телефону 8 87 32 22 95 90. 6 команд и больше 30 участников. Первый турнир по пляжному волейболу состоялся в Малгобеке. До сих пор сыграть в любимую игру для местной молодежи не представлялось возможным. Волейбольное настроение появилось вместе с новой площадкой. План-проект игровой зоны воплотила в жизнь Мария Маздоева, представив и успешно защитив идею на форуме «Машук». Хава Газикова продолжит. 3 партии по 25 очков. Итог каждой выявляет победителей группового этапа. Дальше в следующий тур. Первыми на площадке сошлись команды «Беркут» и «Абу Бандит». Быстрые подачи, отскакивающий мяч для поклонников волейбола – настоящее зрелище. Сам вид спорта, конечно же, немножко новый для нас и интересный, но из того, что я здесь вижу, для меня самое главное и самое интересное, то, что это именно дворовые команды, которые просто собрались и вот пришли, то есть не профессионалы. Атмосфера, когда вот на лавочках вот так вот просто люди собираются, от души болеют, я думаю, это стоит много. Всего соревнуются 6 команд, в каждой по 4 игрока и 1 в запасе. Капитаны уверены в своих силах, ведь командная борьба – один из самых важных элементов в волейболе. Имран Дурсунов, к примеру, в волейболе уже 3-й год. Я считаю, что мы достойны победить сегодня, а силы мы давно уже тренируемся. Все-таки, думаю, хорошая команда у нас, и у всех техника и опыт есть. Инициатор турнира Мария Маздоева, победительница Машука. Ее проект по открытию пляжной волейбольной площадки на базе старого парка в Малгобеке получил одобрение в 2019 году. Но провести соревнования раньше ввиду пандемии не удалось. Цель проекта – это создание волейбольных команд, так как у нас в республике нет как таковых рабочих команд, а именно по профилю пляжный волейбол. Огромное спасибо организации «Юная армия», которые на протяжении всей подготовки к этому проекту помогали мне, что в организации самого мероприятия, что в тренировках, что в игре самой сейчас. Подобный турнир проходит в городе впервые, но обещает стать доброй традицией. Молодежь является будущим нашей республики. И все наши мысли направлены на то, чтобы улучшить всю общественную жизнь в этом городе через спорт, через культуру и так далее. Итоги игры подводят тут же. Первое место заполучила команда юноармейцев «Беркут». Следующим этапом победителям предстоит выступить на региональных соревнованиях. Хава Газикова, Асхаб Белакиев. Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.